лопата должна быть, ведро, топор. У нас щиты в полной комплектации все находятся. Есть ли угроза жизни и здоровью для маленьких отдыхающих? В детском лагере «Нефтяник» прошла проверка пожарной безопасности. Какие нарушения выявлены? Местные власти решили наказывать рублем любителей бросать мусор в неположенном месте. Специально для этого здесь установили в городе камеры сверхвысокой точности. Незаметно бросить мусор не получится. В Карабулаке камеры фиксируют все и всех. Мусорную проблему обсудили на сходе граждан. Те требования законодательные, которые необходимо государственным и муниципальным органам власти соблюдать и не нарушать именно антимонопольного законодательства при реализации национальных проектов. Третий открытый форум управления Федеральной антимонопольной службы состоялся в Магасе. О чем говорили на встрече, расскажем в выпуске. Нарушения, конечно, очень грубые, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, несоблюдение условий хранения продуктов. Самое пристальное внимание к самому главному продукту. Как делают хлеб и, главное, где. Роспотребнадзор провел рейд в Назране и выявил нарушения. Фок-чемпион – поистине огромное сооружение для столь маленького поселения, как Яндри. Для местных ребятишек это настоящий подарок. Условия есть, нужно лишь желание. Несколько секций, тренажеры и не только. Как проходят тренировки в Фоке Яндри, узнавал наш корреспондент. На канале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Власти Ингушетии совместно с региональным управлением МЧС до конца августа проверят в республике соблюдение мер пожарной безопасности на всех строящихся и функционирующих социальных объектах, учреждений с массовым пребыванием людей. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов на совещании в Магасе. По его словам, особое внимание необходимо уделить детским садам, школам и больницам. Подробности в материале нашего корреспондента. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что проверка должна проводиться тщательно. В учреждениях должны работать все системы пожаротушения и оповещения АЧС. Каждое здание должно быть оснащено четкой и понятной схемой эвакуации. Кроме того, руководитель субъекта обратил внимание на важность соблюдения строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей. По всем населенным пунктам, застройки оценить с точки зрения пожарной безопасности, проезда и необходимые оборудование, где подключиться к воде, водоемы. То есть они знают, там у них параметры есть. Они пусть займутся, я думаю, хватит им 3 недели. По республике я имею в виду. Особенно, где застройки новые. Это жизнь людей. Жизнь детей. Особенно обратить внимание объекты дошкольного и школьного образования. Кроме того, больницы, поликлиники. Пусть обследуют. Как заявил Махмуд Али Калиматов, те бизнесмены и подрядчики, на чьих объектах будут выявлены нарушения, будут зачислены в список недобросовестных исполнителей и больше не смогут заниматься строительными работами. Берете и все нарушенные объекты, уже у вас сроки прошли, да? Вы весь список, и которые истекают в ближайший месяц, август, например. Все стройки по этим. И кто, не просто мне стройки, сколько денег туда выделено, какой это объект, кто строит, фамилия, имя, отчество, сколько у него техники, сколько у него работников, официально ли они оформлены. Вы контракт заключаете же, официально ли оформлены. Есть ли у них трудовые книжки? Завтра без пенсии людей оставить. По словам руководителя региона, проверка должна выявить факты неформальной занятости. Жарадат Хулухоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.
Под пристальным контролем и детские лагеря. Порядка 14 тысяч школьников отдыхают в детских лагерях Ингушетии. В оздоровительной кампании в этом году задействованы 4 стационарных лагеря отдыха: Эрзи, имени Комарова, курорты Ингушетии и Нефтяник. Последний принимает школьников вот уже 10 лет. Здесь уклон делают на патриотическое воспитание и дисциплину. А вот как обстоят дела с противопожарной безопасностью? В лагере прошла проверка народного контроля. Есть ли нарушения? Узнаем из репортажа Жаридат Халухоевой. Малгобек, лагерь «Нефтяник». С начала лета провести с пользой время сюда приезжают сотни мальчишек и девчонок. Привлекают красивые места, свежий воздух и развлекательные мероприятия для интересного и запоминающегося досуга. При таких условиях, казалось бы, вопрос о пожарной безопасности даже не должен возникать. Если бы не одно «но». После проверки первого же спального помещения под наблюдение комиссии оказались неисправные индикаторы дыма. Почему здесь отсутствует? Вы не знали, да? Да? А раньше было такое? Сегодня, в начале смены мы проверили, все сделали. Это после проверки, да? Но все-таки Именно из таких недосмотров сложилась целая цепочка ошибок, приведшая к гибели детей в Хабаровске. Трагедия, унесшая жизни 4 детей, заставила задуматься, сколько еще таких лагерей, как Халдами, и кто следит там за безопасностью. Четких норм такого контроля, как выяснилось, нет. Поэтому разработаны методические рекомендации, предполагающие соблюдение элементарных требований пожарной безопасности. Они включают в себя наличие системы пожаротушения, лестницы, вентиляционные и дымовые каналы. А на стенах обязательны планы эвакуации при пожаре. Почти на всех дверях стоят номера пожарных. Нам объясняют, что делать при случае пожара, куда идти, что делать или кому звонить. Вот ты знаешь вот эти вот правила? Да. При случае пожара надо выбежать из палаты, пойти к воспитателю. Если нет воспитателя, взять огнетушитель и попробовать потушить пожар сам. Нас недавно учили пользоваться огнетушителем. Особое внимание комиссия уделяет наличию огнетушителей. Красные баллоны в лагере, как и положено, находятся в отдельном щите, который размещен в доступном как для взрослого, так и для любого ребенка месте. Здесь лопата должна быть, ведро, топор. У нас щиты в полной комплектации все находятся. Тоже детям показываем, объясняем, что для чего нужно. В каждом щите по 2 огнетушителя, и думаю, этого достаточно. Таким набором первичных средств пожаротушения в лагере укомплектованы еще 3 пожарных щита. Все они включают в себя немеханизированный инвентарь для борьбы с возгораниями на начальных стадиях. Если же их будет недостаточно, чтобы потушить пожар, во дворе стоит наполненный водой пожарный водоем. Алгоритм его использования знаком каждому воспитаннику. В лагере регулярно проводятся пожарно-практические учения. Впрочем, если и не знаком, достаточно оглянуться по сторонам. Вся необходимая информация на виду. К нам приходят работники МЧС и рассказывают нам подробно, что надо делать. Как они говорят, главное правило – это никогда не паниковать, не разбегаться, чтобы другие тоже не поднимать шум. Просто собрать всех вдали от пожара, выйти из палаты. Взрослым сказать, воспитателям. Если воспитателя не находим, то самим постараться. Для этого нам показывают, как нужно пользоваться огнетушителями. Нас обучают, нам рассказывают, как правильно себя вести при таких вот ситуациях. Правила пожарной безопасности изучают не только воспитанники лагеря, но и воспитатели. При ЧП вожатый должен действовать по инструкции, разработанной для его конкретной группы и помещения. Собрать детей, посчитать их, сообщить в службу спасения 01, как директорам, наверное, старшим воспитателям. Мне кажется, более безопасное место. Все в этот круг собираемся уже, и всех видно, кто здесь, кто отошел. После пожара в Хабаровском детском лагере такие проверки идут по всей стране. В Ингушетии инспекционные проверки проходят под комиссией народного контроля. На самом деле этот лагерь проходит постоянные проверки у управления МЧС.
в этой части более компетентны у нас, конечно, органы МЧС. Нами были обнаружены небольшие недостатки, они донесены до руководства лагеря и будут устранены в ближайшее время. На то, чтобы устранить все допущенные нарушения, руководству даются сутки. Если же меры приняты не будут, нефтянику может грозить и закрытие. Радат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. В Рио глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе заседания призвал актуализировать реализацию нацпроекта «Экология в республике», включив в него реконструкцию очистных сооружений и экологическую реабилитацию рек. На совещании обсуждались вопросы экологической безопасности Ингушетии в рамках реализации нацпроекта «Экология». По мнению Махмуда Али Калиматова, одной из серьезных проблем республики является загрязнение водоемов. Водные артерии республики загрязняются неочищенными сточными водами и отходами производства, предприятий, учреждений, населения. Экологическая реабилитация наших прудов чрезвычайно важна. Мне представляется важным спасение наших рек Сунджи, Назранки и других, отметил в Рио главы субъекта. Он также поручил контролирующим ведомствам предоставить информацию по каждому водному объекту, смету и полный анализ всех лабораторных исследований. Заключение. Мне по этому проекту все лабораторные исследования, найдете ил, состав его, какие там выявлены, класс опасности, если 5, почему его решили 5. Мне полностью нужно всю смету, все анализы, все конкретно факты по этому, потому что это очень значимое место. Это город населенный. У нас как бы Назрановский район, хоть мы называем там и город Назрань, но это в принципе один населенный пункт, там более 220 тысяч людей проживает. И у них один водоем, там этот пруд. И его надо так облагородить, так его сделать. Вот. И надзор за ним осуществлять надо. Отметим, что в 2019 году в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» планируется реализация 5 мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения. Это позволит повысить качество питьевой воды в регионе и модернизировать системы водоснабжения с использованием перспективных технологий. Также до конца 2021 года в рамках проекта сохранения уникальных водных объектов в республике будет проведена экологическая реабилитация 3 прудов в Назране, Карабулаке и Малгобеке. Чистая окружающая среда – главный посыл национального проекта «Экология». Ингушетия признана субъектом, оказывающим наименьший вред экологии. И реализация нацпроекта только укрепит нас на ведущей позиции и сделает республику еще чище. Тем более, что одна из крупных свалок Назрани подвергается ликвидации. Мусор собирается и перевозится на полигон в Нестеровском, где он будет переработан. Когда приступили к очистке территории, сколько работы проделано и сколько еще предстоит, в репортаже Светланы Томовой. За ликвидацию самой крупной свалки в Назране взялись еще в мае. Несанкционированному полигону почти 20 лет. Сюда свозили мусор из Назрани и Назрановского района. За эти годы она разрослась аж до 10 гектаров. Но благодаря нацпроекту «Экология» этот вопрос многолетней давности совсем скоро останется в прошлом. Этот объект внесен в государственный реестр объекта накопленного вреда окружающей среде. Этот реестр ведет Минприроды России. Сейчас в рамках федерального проекта «Чистая страна» ведется его ликвидация. Планируется вывести по проектным решениям более 359 тысяч кубов отходов. Эти отходы вывозятся на полигон в СП Нестеровской, который внесен в государственный реестр. То есть единственный санкционированный полигон, который есть у нас сегодня в республике. Как отмечают в надзорной компании, свалочный грунт отсюда вывозят на санкционированный полигон в Нестеровском для его дальнейшей переработки. Вывезено в пределах 25-30% запроектированных объемов грунта. Кроме того, мы сделали ограждение, то есть генподрядчик сделал временное ограждение, время здания, ограждение. В принципе, это объект несложный, тут просто соблюдение техники безопасности и работа с отходами, с мусорными отходами. Вот, как вы видите, вот эти работы на данный момент здесь ведутся. Каждый выезжающий груженный КАМАЗ с мусором обязательно проезжает через так называемую дисбарьерную яму. Она дезинфицирует колеса выезжающего транспорта. В
рамках нацпроекта ликвидируют еще одну несанкционированную мусорную свалку в Нестеровском. Как только завершится работа здесь, все силы и средства будут брошены на этот объект. Ну а пока все работы проходят в штатном режиме. Правда, частые дожди портят планы, но несмотря на это, подрядчик обещает уложиться в срок. Свалочный грунт единиц техника, рабочая сила, ахчам пока что проблем не ушамдаст, болдабужлад. Единственное, догашка затруднение худко, но царка состоят, бол соца хамдаста, болдабут. 40 единиц техники пока тоже объем, пока осваивают дуатры, графика джадогжлатова, 6 экскаватор, все бульдозер, дополнительно подключать, пока есть 35 самосвал, разнорабочие, Завершить работу планируют до конца сентября. Этот целевой показатель необходимо достичь в рамках федерального проекта «Чистая страна». Как отмечают представители Минприроды, по окончанию работ местные власти планируют разбить здесь городской парк. Следует отметить, что Ингушетия – один из первых регионов, где приступили к реализации национальных проектов. Ну а главное направление нацпроекта «Экология» – это улучшение экологической обстановки в стране и качество жизни граждан. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24. Не бросай мусор в неположенном месте, тебя снимает камера. В Карабулаке к нарушителям экологического порядка решили подойти по-своему и установили на проблемных участках города камеры видеофиксации. Только удар по кошельку сможет искоренить пагубное явление, уверены власти Карабулака. Мусорная проблема стала главной темой обсуждения на сходе граждан, где присутствовала и наш корреспондент Рина Тичоева. Кажется, бросать мусор, где им удобно, для жителей Карабулака давно стало делом привычным. Только на одной этой центральной улице Кирова сразу несколько мини-свалок. Собирают их, как правило, сами же жители, те, которые проезжают город транзитом. Поговорить и найти решение пытаются старейшины города и ответственные службы. Это уже третий по счету сход, посвященный экологической проблеме. Мусор понедельник и четверг вещь должен наш мусор принцип разбитых окон алхамдулилlah пакет лахтис хошнок авачу машин улчин дагёхши мусор это хат вахты транзитный давочу авахты датиг лахта тигрим адул дакур яли вахвачу утиш в течение вот этих промежутков между вывозом и вывозом промежутка мусор набраться да целый навал шахул потом активный молодежь Ассаламу алейкум, я мусор, я ролик В городе создана специальная административная комиссия, куда входят сотрудники ГИБДД, МЧС, депутаты городского совета и старейшины. Все удобства для горожан созданы. Мусор ответственная компания вывозит в определенное время, но местные жители продолжают бросать его прямо у проезжей части. По утвержденному графику вывоза твердых коммунальных отходов экосистемы это понедельник-четверг. Мы до населения неоднократно доводили информацию о необходимости выставления мусора именно в отведенное время, в отведенном месте. بقول شيء كوحار أوتي ماشينو داتو يوسي يوداتشي أت ميشونس أنا دق قمر جداد ويوس باش ناك يرفونا دليل تحول مو بعيق مياتي قولت سنمنير كذا أم بعد نقلات موسر دايول ريه كذا أنا خدر قول خذا خدر. От слов к делу решили перейти в местной администрации. Говорить «не бросайте мусор» бесполезно, поэтому решили предпринять финансовые меры. Может, они помогут. Местные власти решили наказывать рублем любителей бросать мусор в неположенном месте. Специально для этого здесь установили в городе камеры сверхвысокой точности. Они будут фиксировать государственные номера и лица нарушителей. Висит вот такая табличка. Штраф 5000 рублей. Ведется видеонаблюдение. Видимо, нарушителей это не так сильно пугает. Мусор бросают прямо под табличкой. Камеры работают не в тестовом режиме, как уверены многие жители. Иначе как объяснить, что даже после таких технологических мер находятся люди, которые продолжают привозить сюда мусор пакетами поздно ночью на своем транспорте. Нарушители фотографии должны видео выложить местная администрация протокол составит протокол и отправлять его протокол.
свалка рейды живо, по городу рейды живо. Каждые 2 часа меняется дежка по графику. Некоторые по центральной улице акусы говорят, шанс для дехар дуох. Свалка это закрытый аллейтик дехар дуох. Поляшта акус нах назранир хау, пливер хау, шей дуахани бойнир лилер, чар дуахани чужиж, кугуш, кортыш, прям поляшта акус цар. А местные власти на этом останавливаться не собираются. Против нерадивых жителей, которые портят и виды, и экологию города, будут возбуждены административные дела. Лина Цычоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. В чем секрет успешного бизнеса? Справедливая и честная конкуренция как базовые условия для экономического развития. Ее нарушение карается законом. Развернуто об этом говорили на 3-м открытом форуме управления Федеральной антимонопольной службы. Встреча прошла в Магасе в стенах научной библиотеки Ингушского госуниверситета. Особое внимание уделяется реализации национального проекта в сфере развития конкуренции в бизнесе. Репортаж Амины Боковой. Уже 3-й год подряд открытый форум управления Федеральной антимонопольной службы собирает на своей площадке предпринимателей, представителей бизнес-среды и сотрудников УФАС из разных регионов России для открытого обсуждения текущих проблем. Это развитие конкуренции, нарушения при госзакупках и не только. Открывает форум заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Мухаммед Хамуков. Свое обращение к коллегам Хамуков начинает с призыва к честной конкуренции. Если говорить о сговорах непосредственно, где они у нас могут выявляться, это как таковые картели, как 2 компании договариваются между собой о 5 очень опасных последствиях для экономики. Это установление цен, это договоренности на торгах, это раздел рынков, сокращение, прекращение производства товаров или бойкот потребителей. И вот эти все сговоры и со всеми последствиями у нас практически во всех отраслях экономики выявляется. Это и в промышленности, и в теке, и в аграрке, и в потребительском секторе. Ну и, соответственно, очень болезненно мы эту проблему ощущаем в сфере торгов. Картели, операторы, сговор большой четверки – это вовсе не анонс к фильму, а вполне реальная схема в бизнесе, которую удалось пресечь ФАС России. Крупнейших сотовых операторов страны регулярно ловят на нарушениях закона о конкуренции. Дело в том, что большая четверка установила для обмена звонками между собой тариф 95 копеек за минуту, в то время как все остальные мобильные компании должны платить им за трафик по рубль 10. Изменение тарифных планов было одновременным и примерно одинаковым для абонентов всех 4 самых известных сотовых компаний. Подобные схемы, нарушающие честную конкуренцию, в бизнесе встречаются часто. 4 уже, наверное, дела, связанные со смартфонами. То есть это координация цен на смартфонов, это производители этих товарных линеек, они за рубежом находятся, и они диктуют очень жесткие условия по конечной реализации этих смартфонов. Как это все происходит? Если наши торговые сети, известные опять-таки нам там, Евросеть, МВидео и так далее, где вот эти смартфоны реализуются, они в принципе готовы конкурировать между собой. У них есть определенная доля рентабельности, могут конкурировать, но производители смартфонов им диктуют очень жесткие условия, чтобы они устанавливали одинаковые цены. Чтобы цена на тот же iPhone строго на всех прилавках была там, условно 60 тысяч рублей каждый аппарат. Хотя можно по 55 продавать, и 57 и так далее. Несмотря на то, что каждый год открытый форум проводится без конкретной тематики, в этом году решено было сделать уклон на реализацию национального плана развития конкуренции, подписанным президентом страны. На недавно прошедшем Госсовете президент Российской Федерации сообщил о том, что при реализации нацпроектов недопустимо, чтобы было там 1-2 участника в торгах, и что недопустимо, чтобы было ограничение. При ограничении конкуренции, какие бы нацпроекты мы бы не реализовывали, роста экономики у нас не будет, так как при отсутствии этой же самой конкуренции товар, который будет у нас производиться и поставляться в рамках нацпроекта, он будет не самого лучшего качества. Поэтому конкуренция необходима, и ввиду этого у нас произошла интеграция нацплана и нацпроектов. Поэтому в этой работе ФАС России уделена ведущая роль. И по указу президента Российской Федерации, также правительства России, мы занимаемся этим вопросом для сохранения конкуренции именно при реализации нацпроектов. Ведь у нас в проектах это огромные деньги, это огромное вливание в бюджеты и проведение торгов и так далее. Вот мы следим за тем, чтобы эти торги проводились и проводились максимально честно и открыто.
С начала года УФАС Ингушетии уже выявила 44 нарушения при проведении закупок в рамках реализации национального плана. Больше всего нарушений, там у нас традиционно идет из года в год, это сфера строительства и медикаменты. Два получается, направления, где у нас больше всего проблем. Также управление ФАС Ингушетии предлагает провести анализ всех республиканских ГУПов и МУПов на предмет их экономической эффективности. Свои предложения по развитию здоровой конкуренции представили все участники форума. Очень много нарушений со стороны органов местного самоуправления. И они ведь происходят не из-за там, специально, да, из-за, скажем, специальных помыслов нарушить федеральное законодательство. Они просто проходят по причине того, что незнание федерального законодательства. И именно сегодняшний форум, он раскрыл те требования законодательные, которые необходимо государственным и муниципальным органам власти соблюдать и не нарушать именно антимонопольного законодательства при реализации национальных проектов. В прошлом году ФАС возбудили более 700 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Из них порядка 400 о картелях. Больше всего антиконкурентных соглашений было выявлено в сфере ремонта и строительства, в том числе автомобильных дорог, а также поставках лекарств, продуктов и транспортных средств. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Министерстве образования Ингушетии открыта горячая линия по приему детей в дошкольные учреждения. Создана линия в связи с участившимися случаями жалоб в социальных сетях на то, что при зачислении детей в дошкольные учреждения с родителей требуют определенную плату. В Минобре подчеркнули, что зачисление учащихся в детсады производится на бюджетной основе. Для этого нужно зарегистрировать ребенка в ближайшем МФЦ. Свежий хлеб, батон, лаваш. Многочисленные рекламы, вывески с такой надписью видны повсюду и заманивают покупателей. В большинстве случаев мучные товары производятся в неприспособленных помещениях с нарушением всевозможных санитарных и гигиенических норм. Такие мини-пекарни закрываются Роспотребнадзором. Очередной рейд прошел в Назрани. В ходе проверки комиссия выявила целый ряд нарушений. О них наш следующий сюжет. Так, 15-20 минут. Затем перекладываете вот на тот стол, да? Да. И делаете формочки. Таким образом начинается нелегкий процесс подготовки теста для лавашей, прежде чем оно попадет в печь. За этим как раз и застают работников специалисты Роспотребнадзора. Проверка заведения санитарным надзором, как правило, начинается с самого главного – пищеблока. Небольшой ларек, где пекут узбекский лаваш, первым в поле зрения проверяющих оказался не случайно. Технику приготовления работники усвоили на отлично, что не скажешь о санитарном состоянии помещения. Налицо нарушение санитарных требований, несоблюдение правил не только приготовки, но и элементарного хранения продуктов. Все это комиссия тут же фиксирует, составляет административный акт. Такие же нарушения выявляют и на следующей точке проверки. Давно работаете? 3 дня. А до этого кто был? Он ушел. Позвоните хозяину. Некоторые предприниматели успевают продвигать свой бизнес сразу в нескольких точках, однако соблюдать соответствующий порядок у них получается не всегда, как и в этом случае. После проверки небольшого помещения, где готовят лаваш, выявлены грубые нарушения, что не скажешь о второй точке владельца. Надо работать чисто, порядка, с иманом. Чистота половина веры. Как-то, как для себя готовим. Проверке подвергаются не только небольшие объекты, где производят мучные изделия, но и места общепита. Нарушения, конечно, очень грубые, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, несоблюдение условий хранения продуктов, несоблюдение технологий приготовления лаваша, отсутствие медицинских осмотров у работников, несоблюдение спецформы, то есть очень много нарушений требований санитарного законодательства. Работу таких цехов мы будем пресекать. В обязательном порядке будут составлены административные материалы, переданы в суд на административное приостановление деятельности. Давно лаваш не готовите? Давно, уже года полтора. Год. А самса? Самсу делаете, да? Хорошо. Так, а что еще готовите? Самса, плов, самса. Шаурму не готовите? Нет, да, не готовите. На этом месте еще недавно работал павильон, где пекли хлебобулочные изделия. После проверки комиссии из-за нарушения соответствующих санитарных правил помещение закрыли. Сейчас же, как видно, оно вновь открыло свои двери, но здесь уже другие арендаторы.
Есть такие нарушения, как отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены. На момент проведения проверки вода в цехе не шла. В целом имеется на этом объекте только состоит из одного помещения, где готовится самса. Мясо закупается с территории рынка. И, в принципе, один только повар имеется на этом объекте, который готовит самсу. Сегодня мы вам показали самые такие объекты, которые имеют нарушения. В обязательном порядке деятельность их будет приостановлена. Отследить такие точки работникам Роспотребнадзора нелегко из-за частых переездов предпринимателей. Однако проверки специалистами будут продолжаться согласно составленному графику. Рейды проведут по всей республике, а в случае выявления нарушений примут соответствующие меры. Макка Дударова, Милана Хамчиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Многочисленные учебные классы, библиотека, большой спортивный и актовые залы, стадион. Новая школа в Карабулаке обещает быть современной и просторной. Строительные работы сейчас на пике. Рабочие уже заложили фундамент и возводят стены. Образовательные учреждения строятся в рамках федеральной программы. Качество и сроки строительства на контроле у администрации и общественных деятелей города. Стройплощадку посетила и наш корреспондент Дана Плиева. На полуразрушенные стены родной школы Абдул-Малик смотрит с грустью, но она давно служила свой век. Пятиклассник живет поблизости и частый гость на этой стройплощадке. Школьник уже успел поделиться с подрядчиком, чего не хватает во дворе новой школы. Мы, особенно именно летом, на летние каникулы с друзьями, каждый день ходили, играли в футбол, там по 2-3 часа, и так было каждый день. Поэтому без футбола как бы скучно бывает, потому что уже эти всякие игры там надоели. Вот. Хочется чуть-чуть побегать, там, не знаю, попотеть. Поэтому я хотел бы, чтобы в новой школе был бы стадион. Возводит школу по федеральной программе повышения устойчивости жилых домов и основных объектов в сейсмических районах. Рабочие уже заложили фундамент, отстроили каркас здания и работают над кладкой стен. Само учебное заведение будет состоять из 3 этажей. Первые 2 этажа рабочие уже закончили, дело за третьим. На 3-м этаже, кроме учебных классов, расположится актовый зал, а на 1-м – спортивный. К слову, кладку стен первыми начали с будущего спортзала. Этот этап работ на всем 1-м этаже обещают закончить в следующей неделе. Пока каркас здания мало напоминает будущую школу, но, по словам начальника стройучастка, обещает оправдать все ожидания детей и родителей. Просторные классы, лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, пищеблок, новые санузлы, комнаты отдыха. А во дворе на месте старого здания появится детская площадка и мини-стадион. Ну и, конечно же, уголок, где Абдул-Малик сможет играть в футбол с одноклассниками. Вот это впереди будет спортивный стадион, а тут спортзал, чтобы ребятам было удобно, чтобы переодеть форму и выходить на стадион, чтобы позаниматься и обратно вернуться. Поэтому соответствующий впереди будет стадион в школе, а там будет учебное заведение школы. Поэтому решили спортзал построить, чтобы соответствовать стадионам было удобно не только нам, чтобы удобно было детям, чтобы переодеваться и заниматься. Рабочие уверяют, в сроки укладываются. За этим следит и специальная рабочая группа, в составе которой представители администрации и общественных деятелей города. Они наведываются сюда каждую неделю, и пока нареканий нет. Впрочем, в списке проверяемых не только первая школа. Город погрузился в большой строительный бум. Тут и там возводятся различные соцобъекты. Строительство на стадии завершения детского сада на 220 мест. Тут он уже завершен, там идет уже завершительное мероприятие. Также у нас ведется строительство общеобразовательной школы на 720 мест и детского сада на 220 метров в центральной части города. Также у нас в рамках нацпроекта предусмотрено строительство Центра культурного развития и 2 детских садов. Частый гость на стройплощадке Аза Гадаборшева. Замдиректора делится, строительство новой школы как нельзя кстати. Старая еще 60-х годов находилась в аварийном состоянии. Но учитывая, что возводить здание начали в разгар учебного процесса, детей пришлось распределить по остальным 4 школам города. Некоторые классы попали в 3-ю смену, потому что не было другой возможности. 1 класс и 11 классы нам удалось разместить даже во 2-ю смену, благодаря тому, что школы приняли нас. Несмотря на все эти условия и преграды, ученики прекрасно закончили учебный год, сдали и ЕГЭ, и ОГЭ. У нас даже есть 2 медалистки, которые подтвердили свои медали. Мы надеемся, что строительство школы будет закончено в те сроки, которые установлены. Сдать объект планируется уже в декабре этого года. Такой вот новогодний подарок преподнесут школьникам и учителям. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.
Сегодня в стране отмечается День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений, которые подчиняются непосредственно главе государства и не входят в структуру ни одного из органов госвласти. Независимость Следственного комитета создала предпосылки для более эффективной борьбы с коррупцией, в том числе в высших органах исполнительной и законодательной власти. В свой профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в раскрытии преступлений благодарности и поощрения от начальства. Спортивная борьба, бокс, дзюдо, несколько секций и современное оснащение. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Яндере ежедневно принимает десятки ребят, ведущих здоровый образ жизни. Некоторые только пробуют свои силы в спорте, а есть и такие борцы, у которых за спиной не одна яркая победа. Помимо прочего, для желающих в ФОКе действует тренажерный зал. Идрис Ижиев расскажет. На часах 9:00. Именно в это время свой тренировочный процесс начинает секция дзюдо. Число желающих заниматься именно этим видом спорта с каждым днем растет. На сегодняшний день в зале тренируются больше сотни спортсменов в 2 смены. Под моим руководством занимаются 2 группы. Утром у меня младшая группа, в этой группе у меня около 60. Вечером у меня старшая взрослая группа, по этой тоже около 60 детей. У нас были международные турниры, 2, 3, 4 турнира международных турниров. Последний раз мы выезжали в Абхазию на международный турнир. Там ребята выступили успешно, заняли 4 первых, 2 вторых и 1 третье. После турнира мы остались на тренировочные сборы. Ребята отдохнули. Рамзан Цичоев занимается любимым видом спорта не первый год. За это время он успел поучаствовать во многих любительских турнирах. Еще до открытия спортивного комплекса в селе отец записал его в секцию дзюдо. В свою очередь Рамзан подошел к делу ответственно и начал по спортивным меркам быстро расти на татами. Я за 3 года выиграл несколько турниров. Сейчас перерыв, мы тренируемся, чтобы поддержать физическую форму. В дзюдо много эффектных приемов. Именно они придают зрелищности этому виду спорта. И именно этот агрессивный стиль все больше привлекает молодежь. Когда наш земляк Хасан Хамурзаев выиграл Рио-де-Жанейро, олимпийский чемпион же, тогда меня мой папа устроил в этот спорт дзюдо. И с тех пор я начал ходить в этот спорт. Участвовал на международном турнире по дзюдо Кубок вызова «Локомотив». Там я занял 1 место. Я занял 1 место я тренировался, и мне помогали в этом мои тренера Цичоев Сулейман, Цичоев Султан, Падиев Ахмед и многие другие. Я должен побольше тренироваться, я должен делать тяги, когда ты тянешь на себя, бросок бывает амплитудный. Строительство нового ФОКа стало большим подарком для жителей Яндери. Местные ребята буквально с первого дня выстроились в очередь, чтобы записаться в различные секции. Помимо начинающих спортсменов здесь тренируется, а также преподает профессиональный боец ММА Назир Хадзиев. Он своим примером мотивирует ребят и с большим удовольствием делится опытом. 60 сагой в общем зале. Основной состав это утренние тренировки. Борьба, грэплинг, ударка, в принципе, соревнования хаджа грэплинга дохучкана ударка минимизировать и духа грэплинга болбо, духа ударки ушмети, грэплинг идти духа ударка бол масна бол. Просто цацо мети язык, цацо темп аюжи и ударк, например, минимизировать его, грэплинг подтянуть и грэплинг уже по максимальному грэплинга болбо. И так меняем. Хороший поставленный удар – залог победы в смешанных единоборствах. Шибил Шибилов тренируется здесь до 7-го пота каждый день. А привела его в этот спорт мечта – стать абсолютным чемпионом ММА. Шаг за шагом Шибил идет к поставленной цели. Занимаюсь я уже 2 или 2,5 года. ММА выбрал, потому что именно в республике у нас сейчас начало, этот спорт начал хорошо продвигаться, поэтому из этого спорта еще много ответвлений, там грэпплинг, боевой самбо и другие виды спорта, и поэтому можно в этих разных видах спорта драться, общий спорт. Борьба, бокс, дзюдо. Помимо боевых единоборств, на 2-м этаже комплекса функционирует тренировочный зал, который оснащен всем необходимым инвентарем. Для всех желающих заниматься спортом в новом ФОКе созданы все условия. От воспитанников здесь требуется только желание и упорство. Очень довольны результатами ФОКа. Как руководство смотрим, чтобы у детей было самые лучшие условия для того, чтобы они достигали лучших высот. Сегодня в нашем ФОКе очень много разнообразных секций. Мы способствуем и помогаем
в реализации каждого ребенка в нашем ФОКе. И хотим, чтобы они развивались и приносили очень много хороших достижений. ФОК-чемпион поистине огромное сооружение для столь маленького поселения, как Яндри. Для местных ребятишек это настоящий подарок. Здесь каждый сможет раскрыть свой потенциал благодаря различным секциям. А переживать за посещаемость не придется, так как в нашей республике спорт любят. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.